Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Внимание всего мира сейчас, 24 февраля, приковано к тем событиям, которые разворачиваются в Украине. Сегодня 19-е сутки с тех пор, как началась спецоперация на Украине. Информация о том, что происходит там, крайне разнится, и очень часто до сторонних наблюдателей доходит абсолютно противоречиво. И тут крайне сложно разобраться, где мы встречаем новостные фейки, а где правда. По последним данным российской стороны, подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева, а войска ЛНР взяли под контроль город Попасное. Отступающие боевики нацбатальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате, из-за чего возник пожар, передает газета.ру. С другой стороны, сообщается, что боевые действия продолжаются на севере, востоке и юго-востоке Украины. Российские войска блокировали несколько крупных городов, в том числе Мариуполь и Чернигов, но не могут взять их, сообщает украинская сторона. Украинская православная церковь, в свою очередь, заявила о том, что во время обстрела пострадали постройки Святогорской лавры в Донецкой области. В занятом российскими войсками Херсоне прекращено вещание украинских телеканалов, а министр иностранных дел Украины говорит, что Россия планирует провести в области референдум о создании Херсонской Народной Республики. Спецоперацию на Украине в Москве считают и называют освобождением Украины от неонацистов, которых уже много лет в Украине взращивали западные силы. Вот что пишет об этом в официальном телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. На момент начала февраля этого года политологи и эксперты насчитывали целых 15 крупных массовых неонацистских организаций на Украине, в том числе политическую партию «Национальный корпус», в которую вошли картели Азов. Особую роль в украинском политландшафте играет нацизм русофобский, считает Захарова. Так, объединение «Карпатская сечь» открыто декларирует ненависть к русскому миру. Тем более это абсурдно, заявляет официальный представитель МИД России, так как нет народа и национальности ближе к украинской, чем русские и белорусы. Почти сразу же после начала военных действий и спецоперации в Украине были проведены несколько попыток дипломатических переговоров. В частности, министр иностранных дел России Лавров и Украины Кулеба встретились по инициативе турецкой стороны в Анталии. Для российского и украинского министров это была первая встреча с начала российской военной операции на Украине. Ей предшествовали 3 раунда переговоров российской и украинской делегации по урегулированию ситуации в республике. По словам Кулебы, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и введения режима прекращения огня. Министр отметил, что разговор с Лавровым был сложным, и стороны пришли лишь к одной единственной договоренности. По его словам, в ходе переговоров стороны договорились продолжать усилия для нахождения гуманитарного решения на местах. Мы также обсудили вопрос 24-часового прекращения огня, чтобы решить наиболее неотложные гуманитарные вопросы. Мы не достигли прогресса в этом, поскольку кажется, что в России другие лица принимают решения по этому вопросу, заявил Кулеба. Москва же заявила, что никаких прорывов от встречи Лаврова и Кулебы не ожидалось в принципе. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал напрасными надежды Кулебы договориться о прекращении огня на Украине во время переговоров в Анталии. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня, сказал он. Глава российской дипломатии заявил, что Москва намерена вести серьезный разговор с украинской стороной на переговорной площадке в Белоруссии. Эти встречи, отметил он, не должны закончиться подписанием каких-то формальных бумаг. Необходимо согласовывать реальные вещи, которые приведут к всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса. На брифинге по итогам встречи Лавров также отметил, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что в Киеве начали понимать российский подход. Россия, подчеркнул министр, не хочет отказывать Украине в безопасности и готова обсуждать соответствующие гарантии вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России. Лавров также упомянул тот факт, что Запад продолжает оставлять Украине вооружение, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы.
комплексы, что создает угрозу для гражданской авиации не только в республике, но и по всей Европе. Напомним так, что госсекретарь США Блинкен сообщил, что распорядился выделить Украине военную помощь, общий объем которой будет составлять до 200 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на распространенное Госдепом письменное заявление Блинкена. Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с угрозами со стороны бронетехники, воздушными и другими угрозами, сказано в сообщении. В то же время другой стороной украинского кризиса и все более ухудшающейся там гуманитарной обстановки стал беспрецедентный по масштабам ряд санкций, наложенных в отношении России практически всеми европейскими и западными странами. Эти санкции коснулись практически всех сфер деятельности, от экономики и финансов до информационного поля и интернета. Со стороны Запада блокированы практически все интернет-площадки официальных и государственных структур российских СМИ, прекращено вещание российских телекомпаний и различных информационных ресурсов в мире. Ну а в самой России по решению Роспотребнадзора были блокированы для россиян социальные сети Facebook и Instagram. Последний в связи с тем, что компания Meta, которой принадлежат обе соцсети, заявила о том, что на время событий в Украине разрешает пользователям соцсети делать агрессивные и русофобские заявления и посты. Это все было признано в России экстремизмом, и сегодня утром многие ленты Instagram для российских пользователей выглядели вот так, как белое пятно. Однако по поступающим сведениям пользователи соцсетей в России обходят этот запрет, пользуясь системой VPN. Надо отметить также, что для нас особенно любопытно то, что в стороне от санкций против России осталась и Грузия. Правительство соседней страны не поддержало антироссийские санкции. Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. Об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Это, то есть введение санкций, нанесет еще больше вред нашей стране и нашему народу, отметил Гарибашвили. Нам необходимо сохранять спокойствие. Грузии ничто не угрожает. С нашей национальной политикой, прагматичной и основанной на наших национальных интересах, нам удалось добиться мира и стабильности в стране в течение этих 9 лет. В то же время, без каких-либо потерь, без какой-либо дестабилизации мы добились подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, безвизового режима и свободной торговли. Одновременно нам удалось максимально стабилизировать ситуацию, в том числе деэскалировать ситуацию с Россией, что, конечно же, отвечало национальным интересам нашей страны, заявил Гарибашвили. На вопрос, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, Гарибашвили отметил, что воздушное пространство Украины сейчас закрыто. О том, что же все же происходит в Украине, насколько масштабно все это может развернуться и как может отразиться на нашем регионе в целом, мы поговорили с политологом Бесланом Хакба. Здравствуйте, Беслан. Расскажите, пожалуйста, какие факторы, на ваш взгляд, привели к тем событиям, которые сейчас происходят в Украине? Вы знаете, когда говорим о конфликте на Украине, это фактор, не фактор, а многофакторный конфликт, потому что это все началось не буквально 2 недели назад. Она приобрела такой вооруженный характер конфликта между Россией и Украиной. А конфликт вообще-то начался с Майдана, так называемого, когда в открытую выступили политические силы на Украине против России. То есть вот этот проект, который затеяли на Западе, анти-Россия, удивительно, на Украине это удался. Понимаете, вот если вы поинтересуетесь, допустим, какие же самые такие неприязные, у каких стран неприязное отношение к России, вот такой, если своеобразный рейтинг составить, это прежде всего сегодня Украина, Грузия и Польша. Среди европейских стран. Это вообще удивительный случай. И это не прекращалось годами. Понимаете, у меня все заверения, там власть менялась. Сначала даже, вспомним, даже 90-е годы, когда вот это все разрушилось, вот этот Советский Союз, да, и с этого, кстати, зачатки бы даже были заложены, между прочим, даже первым президентом Кравчуком. Потом пришел Леонид Кучма. Какие-то надежды на него возлагали. Но вот эта антироссийская политика была продолжена. Это отражалось, причем не только на все сферы жизни, культура, образование, экономика, все сферы жизни, причем даже вплоть до того, что вообще на Украине, представьте себе, где проживают миллионы, десятки миллионов, был запрещен русский язык на официальном уровне. Вот такая нацистская идеология, которая победила на Украине, это привело к гражданской войне, к перевороту, к Майдану, а это все вылилось в гражданскую войну в Донбассе. И вот благодаря России, между прочим,
вот благодаря Владимиру Путину, на его давление на руководителей Донбасса, а это привело к так называемому Минскому соглашению. То есть мирное разрешение конфликта на Донбассе. Представьте себе, ни один руководитель Украины после этого не встретился с руководителем Донбасса. Несмотря на заверения руководителя Франции, Германии, которые подписали, кстати говоря, подписали Минские соглашения. Вот видите, вот это все по нарастающей шел конфликт, вот это по нарастающей. И причем это вылилось в открытое стремление Украины стать членом Евроатлантического союза. Были сделаны вообще-то безумные заявления, вплоть до того, что будут сделать все, чтобы они обрели даже ядерное оружие. Так называемый Будапештский пакт, согласно которому Украина и Беларусь не могут иметь ядерное оружие, они сказали, что они из этого соглашения пакта выйдут и создадут свое атомное оружие. Между прочим, все специалисты говорят, что Украина специалистами располагает. Там были огромные предприятия, большие промышленные предприятия. Там говорят, что вообще были замечательные инженеры-ракетчики. Понимаете, это все вот по нарастающей, которое шло, это все вылилось вот в такой конфликт, который мы сегодня видим. Хотите ли вы сказать, что Украина не сделала всего возможного, чтобы ситуация не перетекла вот в такое военное русло? Совершенно правильно, совершенно правильно. Причем вот эта фашизация, скажем так, нацистская идея, она это все шло по нарастающей. Понимаете? И этим пользовались западные страны. Это как бы марионеткой оказалась Украина в своей антироссийской политике, прежде всего США. Там открывались военные базы, готовили специалистов. И это все продолжалось, говорили, какие-то заверения давали, что мирное решение. Причем эта война шла тоже по нарастающей. Гражданская война, представьте себе, за буквально сколько, почти 8 лет погибло более 13 тысяч. Кстати, об этом, между прочим, руководители Украины мало говорят. 13 тысяч. И причем, знаете, из Донбасса, которые приезжали, возмущались. Почему Крым стал частью, а мы нет? Почему у нас война? Почему гибнут мирные люди? Вот видите, вот такие вопросы, вот это все и привело к тому конфликту, который мы сегодня имеем. Кстати, сегодня уже конфликт это не между Украиной, кстати говоря, и Россией. Это конфликт между Западом и Россией. Это уже совершенно другой конфликт. И специалисты говорят, что после Второй мировой войны такого масштаба в Европе не было конфликта. Я понимаю, что предсказывать сейчас что-то сложно, но как вам кажется, многие уже говорят о том, что мы на пороге Третьей мировой войны. Насколько это все реально? Может ли масштаб так разрастись? Вряд ли это произойдет такое, что вот из-за Украины вспыхнет Третья мировая война, потому что это будет, наверное, и третья, и последняя. Все-таки на Западе преобладают у некоторых политиков, что вот открытая конфронтация с Россией, она пагубная для Запада. Начинают понимать, кстати, и даже сегодня, несмотря на агрессивную экономическую войну против России, да, вот некоторые подвижки делаются, чтобы связаться с руководством России, вполне возможно на какие-то договоры между западными странами, прежде всего США и Россией, пойти, чтобы решить мирным путем серьезного компромисса уже. То есть, например, буквально 2 или 3 дня назад премьер-министр Израиля заявил, обращаясь к руководству Украины, что президент Зеленский должен пойти на все требования России, чтобы сохранить жизнь людей, потому что в любом случае это требование, если мир не получится уже совершенно другими средствами. Поэтому я считаю, что вряд ли вспыхнет мировая, но это серьезный конфликт. Действительно, я уверен, что еще долго после даже спецоперации военной Россия долго еще будет заниматься Украиной. Долго. Это на десятилетия. Ну а теперь, переходя к нашему региону, как вам известно, Грузия, например, не присоединилась к санкционным мерам, хотя мы знаем, насколько сильны там антироссийские настроения. О чем это говорит, на ваш взгляд? Антироссийские настроения сегодня не демонстрируют. Вот заявление правительства Грузии, что она не присоединится к санкциям, это вызвано прежде всего такой настороженностью и страхом, боязнью прежде всего, потому что никто не ожидал, что Россия примет такие жесткие меры по отношению к Украине. Между прочим, после России самой большой страны в Европе. И третья армия, между прочим, в Европе это украинская, после Российской Федерации и Турции. Понимаете, вот все, что произошло, это было внезапно.
Наверное, знали руководители России, да, и никто. И Грузия, правительство Грузии насторожилось, а что с нами может произойти? Это первое. Ну, знаете, здесь и лицемерный вот такой и аспект можно, потому что если правительство Грузии говорит, что мы не присоединимся к санкционной политике, а президент Грузии, между прочим, выступая в Париже, встречаясь с президентом Франции, говорит, что мы должны присоединиться к санкционной политике. Понимаете? И благодаря, между прочим, вот его заявлению правительства Грузии, я имею в виду прежде всего, Грузия не была включена в список недружественных стран России. Недружественных, это сегодня. Но знаете, мы получаем разные сообщения. Грузия вроде бы против санкционной политики, но в то же время она посылает якобы, не якобы, уже находит добровольцев, некоторые батальоны, которые воюют на стороне Грузии, на стороне Украины против России. Понимаете, я не верю в мирное, доброжелательное отношение правительства Грузии по отношению к России, тем более к Абхазии и Южной Осетии. Это временно конъюнктурные такие соображения, вызванные страхом. И мы должны это иметь в виду в Абхазии тоже. И вот еще интересно было бы узнать, как вам кажется, в связи с событиями в Украине, могут ли в Грузии сейчас начаться такие милитаристические настроения, подняться опять, и они предпримут какую-то попытку наступления на нас? Я в ближайшие десятилетия абсолютно не исключаю это. По одной простой причине. Все, что произошло, Россия продемонстрировала всем странам, западным, США, тем более бывшим республикам, что в отстаивании своих национальных интересов она будет действовать жестко. Не только в 2008 году, и в последующие годы тоже, кстати говоря. Не только, кстати, на постсоветском пространстве, она это продемонстрировала и в Сирии. Это говорит о том, что в Грузии, я сомневаюсь, что в ближайшие десятилетия какие-то силовые действия будут предприняты по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Учитывая, что у нас, между прочим, у Абхазии не то союзнические отношения, согласно которой Россия отвечает за безопасность и обороноспособность. То есть любые силовые действия, агрессивные действия в отношении Абхазии, это будет означать агрессивные действия по отношению к России. В этом отношении я исключаю, что в ближайшие годы какие-то силы будут предприняты по отношению, но что касается всего остального, по отношению к Абхазии и Южной Осетии, намерения, притязания не снимаются. Они как оставили закон об оккупированных территориях, так она и продолжает действовать. Они считают частью своей территории, частью своего государства Южной Осетии, Абхазию. Я вообще не мерю в добрые намерения по отношению к Абхазии и Южной Осетии правительства и сегодняшней Грузии последующей, потому что мы хорошо знаем, в последние десятилетия показали, что вряд ли по отношению к нашим странам какие-то изменения радикальным образом произойдут. Беслан, спасибо вам большое за ваши комментарии. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.